Позор огромный. Сегодня большой праздник у кремлевских СМИ. Они просто беснуются. Они все печатают материалы, что Украина бросила крымских татар, что там вот это все такое, прочее, 20-е, 10-е. Вот, смотрите, просто мы слишком давно живем на этом свете, и были всякие ситуации, реально всякие, и уже были марафоны Сейв АТР, кстати говоря, и, по-моему, в 2016 году, когда тоже нас держали все время, придушивали немножко, да, уж я не знаю, кто там этим конкретно занимался, да. Но сейчас ситуация очень такая, ну, очень странная, очень подвешенная, и мы даже не знаем конкретно вообще кто, или может быть, Ленур знает, расскажи, пожалуйста, где тут стопор? Смотри, вроде парламент же проголосовал, правительство тоже. Да, давай сделаем так. Парламент проголосовал, только мы не знаем, в каком бюджете мы есть, чтобы ты понимал. Нет, у нас в бюджете 2020 года вот так вот прописано, что как было раньше, что телекомпания Атлант СВ там, с логотипом АТР входит в бюджет, ее нет такого. А как сейчас? И нет постановы Кабмина, которая 27 января была, 24 января, по-моему, была проголосована, ее тоже нет. То есть мы ее не видим, ее до сих пор не опубликовано тоже. Но есть распределитель денег Минкульт, который деньги, ассигнования открыл нам мережу в казначействе. Причем нужно в аналогии смотреть. Значит, в 2019 году я, Чубаров, Кореневич и Ташева ездили к Соколовской, такой Юлии Сергеевне, и говорили о том, что да, вот эти деньги, которые 15 миллионов, они мы должны получить. Мы говорили не о том, что вообще получим мы их или нет. Нет, мы говорили о том, чтобы они их дали пораньше, не в конце года. Потому что мы получали там 26-го, получали 24-го, получали. В бытность Гройсмана, там все такое прочее. Мы просили, чтобы нам, знаете, что было сказано? Да вы что, сказал министр соцполитики. Конечно, мы сделаем так, не так, как было в прошлые разы, а сделаем так, чтобы вы получили пораньше. Ну и как мы получили? В итоге, смотри, как интересно, мы получили 28 декабря деньги на казначейский счет, не просто счет в банке, а казначейский счет в субботу. Деньги на покупку валюты, там оплату услуг, то есть каким образом можно было в субботу купить валюту. Причем это было сделано, не знаю, преднамеренно. Я сейчас не хочу конспирологически, я хочу, кстати, конспирология здесь есть какая-то определенная, напрашивается, но в субботу мы получили в 2019 году деньги, нам пришлось их вернуть в этот же день, в бюджет. То есть, вдумайтесь, в субботу, какого числа? 28 числа декабря прошлого года мы должны были погасить долг перед спутниковыми компаниями. Получили бюджет, деньги, сейчас, извини, да. Просто я хочу акцентировать на это внимание. Вечером в субботу, да? Да, да. Я думаю, что не смогли перевести, просто вернули их в бюджет. Это было такое какое-то феерическое то ли головотяпство, то ли издевательство, когда... И потом еще некоторые люди, близкие к власти, скажем так, или считающие, что они близкие к власти, или там вылизывающие где-то что-то, вот, написали, что это АТР сам виноват, что они не подготовили какие-то платежки и так далее. Это была преднамеренная ложь, я об этом написал в Фейсбуке. И вот отсюда вся конспирология, собственно говоря, что заранее как бы нас выставляли виноватыми, причем люди, которые близки почему-то к власти. И причем Грицун, которая казначейством управляет киевским, мы с ней знакомы, и в бытность, до, так скажем, сегодняшних дней мы были в контакте, и она каким-то образом даже помогала, созванивались, но сейчас этот человек недоступен стал совершенно. Про субботу я уже рассказал, теперь дальше, значит, 2020 год. Следи за цепочкой. В бюджете нас вот так вот, как АТР, прописано нет. Постановы, которые принята в январе, мы ее получить не можем. И дальше есть Минкульт, надо отдать вот кому удобно, Минкульту, в принципе, они занимались, они созванивались с нами. И Алексей, который первый заместитель Бородянского, и сам Бородянский, звонили нашим, так скажем, людям, партнерам, так скажем, их можно назвать, потому что это тоже государственные структуры, такие как КРРТ. Это вышки, которые вещают на оккупированный Крым. Чтобы они нас не блокировали тогда, отдать им должное. Но они открывают ассигнование. Ассигнование попадает на наш казначейский счет в казначействе и блокируется казначейством. На основании, что мы не прошли процедуру тендеров.
Каким образом АТР, канал в изгнании, может проводить тендеры на съемки? Да, мы каким образом... Это отдельная тема. Кто у нас, мы коммерческая компания. Эти деньги попадают к нам сразу как прибыль. Это отдельная история, и об этом юристы наши тоже будут говорить. Вообще, смена правил игры, вот такая вот, знаешь, вот сейчас уже как середина февраля, и нам заявляют, что, оказывается, вот такая история должна быть, и что мы должны, оказывается, вот так, а сейчас эти деньги блокируются. Мы бы поняли, если бы нам сказали бы, допустим, ребята, в бюджете денег нет, давайте как бы там пока уходите в отпуск, пока этого никто не говорит. Ассигнование открывается и тут же блокируется казначейством. Знаешь, это такой какой-то как злой гений такой, ты знаешь, и туда не знаю куда, принести тоже не знаю что. Это можно как-то как трактовать, как, знаешь, вот эта история, добрый следователь, злой следователь. Может быть, но я бы так сказал, знаешь, это вот это как дядя Федор Пес и Кот. Я принес вам посылку, но дать вам посылку не могу, потому что у вас документов нету. Понимаешь, это вот из той серии. И все. И человек будет приходить каждый раз с посылкой, но мы ее получить не можем, потому что документов нету. Это при том, что даже если бы даже намек, вот что в принципе должно было быть, даже намек на то, что какие-то проблемы есть с крымско-татарским, единственным в мире телеканалом, вообще даже сам намек был бы для Крыма уже унизителен